Глава республики Егор Борисов 4 апреля принял участие в совещании под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева. Темой совещания стало социально-экономическое развитие Дальневосточного региона. С подробностями Стас Михайлов. Как отметил Дмитрий Медведев, на фоне других регионов Дальний Восток показал неплохие результаты по итогам прошлого года, даже несмотря на сохраняющиеся последствия крупномасштабного наводнения 2013 года. Сегодня очевидно, что на положении регионов сказывается общая ситуация в стране. Очевидно также, что повысились риски для отдельных секторов экономики, существуют проблемы с банковским финансированием, есть сложности с исполнением бюджетов, и если вовремя не принимать решения, то, конечно, последствия такого рода экономических проблем могут быть более значительными, более тяжелыми. Еще в январе правительством был утвержден антикризисный план, направленный на укрепление социально-экономической стабильности в стране. Согласно его исполнению, в регионах были сформированы антикризисные комиссии. В результате оптимизации бюджетных расходов и сокращения неэффективных затрат регионам Дальнего Востока удалось сэкономить 28,9 миллиарда рублей. Вся та повестка, которая была сформирована до кризиса, в тех неблагоприятных внешнеэкономических и внешнеполитических условиях, стала еще лишь более актуальна. Глав регионов Дмитрий Медведев попросил обозначить проблемные вопросы, в которых требуется помощь федерального центра. В своем докладе глава республики Саха-Якутия Егор Борисов затронул проблему финансового обеспечения завоза товаров, развитие импортозамещающих отраслей производства республики, поддержку золотодобывающих предприятий в кризисных условиях. Также Егор Афанасьевич высказался о недопустимости сокращения финансирования программы развития Дальнего Востока и Забайкалья. Дальневосточная программа должна оставаться, какая она есть. Поэтому Государственная Дума и правительство Российской Федерации над этим должны думать и все-таки корректировать в пользу программы Дальний Восток. Напомним, комплексная целевая программа социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона рассчитана на период до 2025 года. А о том, как обсуждаемые на совещании меры поспособствуют преодолению кризисных явлений, мы сможем ощутить уже в этом году. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.